Пойдемте со мной. А я? Ну и сила тоже. Одну из лучших комедий Карло Гальдони режиссер Александр Каручеков превратил в многофигурную живописную фреску, многоголосый ансамбль, галерею ярких мужских и женских характеров, невинных и грубых, наивных и хитроумных, ярких, колоритных и бесконечно заразительных. Слаженный коллектив, и приятно смотреть, как они играют на одном дыхании. Понравилось очень. Именно игра вообще как бы бесподобна. Скажем так, впечатление от самой темы, да, спектакля у каждого может быть свое, да, то есть каждый по-своему как бы эту тему может переваривать, но именно игра великолепна. Эта пьеса про любовь и про ее изнанку. Ревность, обиды и ссоры возникают от любви, а ощущение любви всем необходимо. Кёжинские перепалки в репертуаре Русдрама уже 4 года и успел полюбиться зрителю. Яркие, запоминающиеся образы, южный темперамент актеров отлично передают характер персонажей. 15-й спектакль, который я у вас смотрю. На самом деле моя любовь к вашему театру, к этому театру началась со спектакля «Метод». Искушенный человек театром, я очень много где была на разных постановках. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Такого гениального состава и такой души в игре, в актерской игре, но я не знаю больше таких. Просто отпад. Ну, очень круто, классно, здорово. И игра такая прям невероятная. Очень нравится. Театралы прекрасно знают, что закрытие сезона всегда праздник, а значит, будут и сюрпризы. Эти ожидания оправдались. После окончания спектакля прошла церемония награждения артистов, за которых голосовали зрители на официальном сайте театра. Также можно было отметить полюбившегося артиста, заполнив анкеты в фойе учреждения. Они практически ежедневно выходили на сцену и будут выходить, и поэтому у них столько энергии, столько сил, столько темперамента и таланта. Это самое главное. Театр может существовать только тогда, когда артисты выходят на сцену практически ежедневно и когда в зале есть зритель. Так что спасибо вам, дорогие зрители. По решению руководства театра призы зрительских симпатий вручали журналисты, которые освещали работу Русдрама в течение сезона. Приз за лучшую женскую роль второго плана достался Аманде Кварацхель, а награду вручил Алексей Шамба, корреспондент Апсны Пресс. Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» второго плана стал Усман Абухба. Объявила об этом руководитель информационного агентства «Апсадгил-Инфо» Мадина Абганба. В номинации «Лучшая мужская роль» победителем признали Эмиля Петрова. Приз вручали журналисты телеканала Абаза ТВ Марьяна Котова и Надежда Боровикова. В номинации «Лучшая женская роль» победительницей стал актерский ансамбль спектакля «Маркес. Сны одиночества». Объявили об этом журналисты АГТРК Эсма Голанза и Гугуца Вардания. Всегда очень внимательно к нам делают прекрасные репортажи. Всегда даже при большой занятости, потому что ГТРК должно освещать события во всей стране, они находят время, возможности быть с нами. И я благодарю руководство канала Ирину Агрба, благодарю всех, кто там работает. Приз «Лучшая работа художника-постановщика» достался Марии Филаретовой за работу в спектакле «Маркес. Сны одиночества». Награду объявила корреспондент газеты «Республика Абхазия» Юлия Соловьева. Лучшим режиссером стал Антон Корнилов за спектакль «Рассказ Мула Старого Хабуга». Приз вручала журналист «Эхо Кавказа» Елена Заводская. В номинации «Лучший спектакль сезона» победил спектакль «Маркес. Сны одиночества». Объявил об этом шеф-редактор информационного агентства «Спутник Абхазия» Дмитрий Нездоровин. Специальный приз от генерального директора Русдрама получил Кирилл Шишкин за роль Мула в спектакле «Рассказ Мула Старого Хабуга». Прошедший сезон был насыщенным. За 8,5 месяцев в театре сыграли 187 спектаклей и поставили 8 премьер. Следующий сезон начнется уже через 4 дня. Премьера спектакля «В лучах». Сима Аргун, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.